Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости», в студии Тойр Пиров. Указ президента Республики Таджикистан об освобождении Косима Рохбара от должности председателя города Гисар. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю освободить Косима Рохбара от должности председателя города Гисар. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Город Душанбе, 15 апреля 2024 года. Указ президента Республики Таджикистан об освобождении Билола от должности председателя района Шох-Мансур города Душанбе. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю освободить Билола Иброхима от должности председателя района Шох-Мансур города Душанбе в связи с переходом на другую работу. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Город Душанбе, 15 апреля 2024 года. Постановление правительства Республики Таджикистан от 15 апреля 2024 года об освобождении Носирзода Джаббора от должности первого заместителя министра сельского хозяйства Республики Таджикистан. Правительство Республики Таджикистан постановляет освободить Носирзода Джаббора от должности первого заместителя министра сельского хозяйства Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу. Председатель правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Постановление правительства Республики Таджикистан от 15 апреля 2024 года об освобождении Наими от должности заместителя директора Агентства социального страхования и пенсий при правительстве Республики Таджикистан. Правительство Республики Таджикистан постановляет освободить Наими Алламхона Кодирьона от должности заместителя директора Агентства социального страхования и пенсий при правительстве Республики Таджикистан в связи с переходом на другую работу. Председатель правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Указ президента Республики Таджикистан о назначении Олимзода, исполняющим обязанности председателя района Шох-Мансур города Душанбе. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю назначить Олимзода Сафара Махмадшо, исполняющим обязанности председателя района Шох-Мансур города Душанбе. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Город Душанбе, 15 апреля 2024 года. Указ президента Республики Таджикистан о назначении Носирзода Джаббора, исполняющим обязанности председателя города Гисар. В соответствии со статьей 69 Конституции Республики Таджикистан постановляю назначить Носирзода Джаббора, исполняющим обязанности председателя города Гисар. Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Город Душанбе, 15 апреля 2024 года. Постановление правительства Республики Таджикистан от 15 апреля 2024 года о назначении Рахмона начальником антимонопольной службы при правительстве Республики Таджикистан. Правительство Республики Таджикистан постановляет назначить Рахмона Исламиддина Хайриддина начальником антимонопольной службы при правительстве Республики Таджикистан. Председатель правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Постановление правительства Республики Таджикистан от 15 апреля 2024 года о назначении Рахмонзода ректором государственного образовательного учреждения Таджикский технологический университет. Правительство Республики Таджикистан постановляет назначить Рахмонзода Зоира Файзали ректором государственного образовательного учреждения Таджикский технологический университет. Председатель правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Постановление правительства Республики Таджикистан от 15 апреля 2024 года о назначении Джалолзода заместителем директора Агентства социального страхования и пенсий при правительстве Республики Таджикистан. Правительство Республики Таджикистан постановляет назначить Джалолзода Фирдавса Махмадмурода заместителем директора Агентства социального страхования и пенсий при правительстве Республики Таджикистан. Председатель правительства Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. Также сегодня председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, произвел кадровые изменения в 37 исполнительных органах государственной власти города Душанбе.
Председатель города Душанбе, уважаемый Рустами Эмомали, произвел кадровые изменения в 37 структурах исполнительного органа государственной власти города Душанбе. В том числе указом президента Республики Таджикистан были назначены новый председатель столичного района Шох Мансур, и по согласованию с президентом Республики Таджикистан были назначены новые заместители районов города Душанбе из числа квалифицированных кадров. Также по решению председателя города Душанбе были назначены квалифицированные специалисты и в других структурах города. В ходе встречи председатель города Душанбе напутствовал специалистов, назначенных на руководящие должности в различных структурах города, на добросовестную службу и твердую волю в выполнении государственных задач. Председатель города отметил, что проявление доверия лидера нации, президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, является результатом неустанных трудов и преданной службы в местной исполнительной власти. Кадровые изменения производятся в целях улучшения работы отраслей. Председатель города выразил уверенность, что кадры, назначенные на государственные должности, направят все свои силы, знания и навыки на создание достойных условий жителям и гостям, а также на превращение города Душанбе в одну из современных столиц и будут преданно служить народу и государству. В Душанбе состоялся международный форум «Традиционные ценности народов Востока и современный мир», в ходе которого ученые с разных стран отметили, что культурное разнообразие – это ценнейший актив, который является непременным условием достижения устойчивого развития. В Душанбе состоялся международный форум «Традиционные ценности народов Востока и современный мир». В работе форума приняли участие ученые и специалисты из разных стран. На мероприятии было отмечено, что усложняющиеся с каждым днем проблемы современности и конфликты в различных регионах мира побуждают ученых и экспертов находить пути взаимодействия и партнерства на основе духовно-нравственных ценностей. Сегодня становится еще более актуальным использование диалога культур, которые, с одной стороны, выражают единство интересов различных культур, с другой – отражают их уникальность и неповторимость. Сегодня отмечается Международный день культуры. И очень символично, что именно в этот день мы открываем в стенах нашего университета Международный культурно-цивилизационный форум, который посвящен традициям народов Востока и современному миру, роли традиций этих в современном мире. Ни для кого не секрет, что культура народов Востока основывается на традиционных ценностях. И в современном мире очень важно сохранять и популяризировать их для того, чтобы сохранять свою уникальность каждого народа, каждой культуры. Мы очень разные, но все мы вместе создаем одну единую человеческую цивилизацию, которую необходимо сохранить для последующих поколений. Участники в своих выступлениях подчеркивали, что культурное разнообразие является движущей силой развития не только в отношении экономического роста, но и как средство для более полноценной, интеллектуальной, эмоциональной, моральной и духовной жизни. Ведь культурное разнообразие – это ценнейший актив, который является непременным условием в достижении устойчивого развития. Терроризм и экстремизм – это угроза и опасное явление для современного мира. В Таджикистане серьезное внимание уделяется вопросу воспитания подростков и молодежи в духе патриотизма и самосознания, высокого чувства национальной гордости и предотвращения вступления граждан в экстремистские организации и движения. Сегодня террористические и экстремистские группировки для привлечения и вербовки граждан в свои ряды используют новые методы и способы с использованием современных информационных технологий, направляют малоопытных и заблудших молодых людей на путь радикализма. В своем послании парламенту страны президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, отметил, что в связи с этим соответствующим органам необходимо активизировать координацию в сфере раскрытия и предотвращения угроз терроризма и экстремизма, поставить надежный заслон на пути привлечения граждан к радикализму путем активизации разъяснительных работ, воспитывать их в духе верности народу и родине, почитания общечеловеческих ценностей. Важнейшая задача всех государственных органов и всего общества Таджикистана – борьба с радикализмом и экстремизмом. Руководству Государственного комитета национальной безопасности Республики Таджикистан, военных структур и правоохранительных органов страны придавать постоянное внимание вопросам повышения
повышения компетентности и профессиональных навыков, боевой готовности, уровня грамотности, освоения правовых и политических знаний, повышения профессиональной культуры работников сферы и принимать решительные меры для предотвращения терроризма и экстремизма. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы.